Всем привет-привет, это канал Элайф. Мы сегодня идем гулять с нашим Демидом. Вот такой у нас Демид, все его уже знают. Чапает себе потихоньку. На нем рваный сапожок, потому что он все свои сапожки уже изорвал. Вот. А мы с вами идем на Нижний пруд. Посмотреть, как там цветут красиво цветы на деревьях, как цветут вот здесь у нас на улицах каштаны, такая красота. Мы с вами вместе посмотрим. Побежали на светофор, скорее, скорее, скорее. Вот так. Надо перейти дорогу срочно, потому что он такой с кнопочкой. И вот, смотрите, какие тут у нас ивы, какие каштаны, ели, собак. Вот Нижний пруд, там птички у нас. Вот тут цветы цветут. Смотрите, какие красивые цветы. Фиолетовые. Там вот люди гуляют, но понемножку. Много нет людей сегодня. Погода прохладная. На улице 11 градусов и 6 час вечера. Да, Демидка? Давайте на нашу водичку посмотрим. Вот такой вид шикарный на мост. Тут открывается у нас Дом Советов. Давно не видели. Вот как раз посмотрите. Соскучились? Смотрите, как все здесь изменилось. Несколько видео назад на нашем канале тоже было видео про Нижний пруд. Их было несколько. Но посмотрите, как же все меняется. Все такое зеленое, красивое. Мы, естественно, в масках. А в магазин, если вдруг приходится куда-то зайти, обязательно надеваем перчатки. И на почте тоже. И вам советуем и ходить по улице в масках. Хотя многие считают, что это нецелесообразно. Мы считаем, что нужно соблюдать все, что говорит нам наше правительство. Все, что говорит Роспотребнадзор, да? Росздравнадзор. Смотрите, какой красивый каштан. Такой вот он на берегу растет. И такой пейзаж сразу же, да, открывается. А вот здесь второе дерево, это клен. Смотрите, они вдвоем вместе растут, цветут. Вот это так красиво тут все выглядит. Такое зелененькое. И вот у нас растет, цветет здесь. Это же боярышник, да, Вов? Давайте подойдем поближе к боярышнику. Надеюсь, что это он. Ну, вроде бы да. Вот такой огромный. Прям все в цветах. И, естественно, вот у воды это все смотрится очень шикарно. А вот это, что у нас, клен или что? Запах вообще от цветов потрясающий, конечно. Тут вот у нас вот такой вид открывается. Хочу его сфотографировать сразу на телефон тоже. То есть на камеру я снимаю, на телефончик сфотографирую нашу красоту. Сегодня живописный, конечно, такой денек. Когда солнышко светит, вот уточки, смотрите, плывут, да? Когда солнышко светит, все вокруг преображается прям. Картины надо писать. Смотрите, какие уточки милые. По-моему, это 2 селезня. Или уточка и селезень. К сожалению, у Карины зрение минус 3,5, и она без очков. Ха-ха-ха. Так, тут у нас что? Тоже боярышник, но еще не распустился, я так понимаю, правда же? Не все еще распустилось. Но весна в самом разгаре, уже почти лето. Хрю-хрю, Демид. Хрю-хрю. Он уже устал, уже успел устать. Запыхался. А вот тут еще одна собачка. Сейчас они, похоже, встретятся взглядами друг с другом. Смотрите, какой пушистик.
Ух, какой сразу, смотрите, какой брутальный в рваном-то сапоге. А вон там еще одна собачка. А, это не собачка, это собачка, но Давай она... пропустим, пожалуйста. Но она это... на службе собачка-то, на службе. Мы ее не будем снимать, нет, мы вот туда камеру поставим. Воспитанная собачка, видно сразу. А наша собачка совсем не воспитанная. Наша собачка пышет гормонами сейчас на всех. Смотрите, какие арки у нас из деревьев, цветы. Патруль вроде как спокойно нас обошел вместе с собачкой. Все вроде как довольны оказались, счастливы, кроме нашей собачки, которая теперь полностью хочет пометить весь пруд. Нужно обязательно теперь отметить, что это он хозяин пруда, хозяин жизни, хозяин этого мира, гроза всех девчонок. Вот здесь прям можно, я тоже считаю, картины писать, особенно воды. Вот посмотрите, дерево, и посмотрите, как в воде отражается и рябь. Это же шедевр. Или у меня как взгляд художника небольшого такого, да. А вот еще собачка. А тут все с собачками ходят, потому что интересно собачкам тут ходить. Главное за собой убирать вовремя. Здесь своя тусовка. Каждый Своя знает тусовка, друг друга. да, все друг друга знают. Единственный Демид. Демид, он всегда никого будто бы не знает, и это его фишка. Он как будто снова каждый раз знакомится с этими собачками, которых каждый день видит. Он у нас такой самый умный парень, да? Там вот дорога на художественный музей, на историко-художественный. Помните, мы ходили туда вместе, чтобы посмотреть панораму военную. Взять и, по-моему, Кёнигсберга, да? И как там все было разрушено в войну, помните? Меня очень поразила тогда эта картина. Вот. Смотрите, как интересно отражается дом в воде. Это как другая реальность. Вот даже если взглянуть просто вот так. Я хочу еще сделать краткое видео на камеру телефона, потому что это потрясающе, конечно. Сейчас. Сейчас, секундочку. Вот. Хочу сделать. Сделали видео еще одно. Ну, было очень красиво, конечно, такой эффект прям невозможно пропустить. Потом заходите в мой инстаграм, посмотрите краткую версию. Ой! Демид потерял носок. Так, это мама ему наступила на носок. Так ладно, уж клади его в карман. Дойдет уж как-нибудь. Ну да. Так клади в карман, не бойся. Ух ты, какие два маленьких пупсика. Эй! Видите, какие пупсики? Эта порода больше всего любит. Да, померанский шпиц. Я вообще очень люблю шпицев таких, потому что они прям кругленькие пушистики. Простите, чуть, не знаю, засняла ли я туалет чей-то, но надеюсь, что нет. И всегда не обращайте внимания, закройте глазки. Так, идем дальше.
Видите, какой тут вид уже открывается, да? Живописней некуда. Приятно здесь гулять, конечно, с собачкой. Еще бы собачка была воспитанная. Она только хрюкает и на всех нарывается, эта собачка. Кто-то с музыкой едет на гироскутере. Смотрите на тот уже берег там тоже, да? Шикарно. Великолепно. Птички летают. Собачки ходят. Людей немного. Гуляй-то гуляй, красота какая. Видите, знаете, теперь где в Калининграде можно просто погулять. Без всяких мучений, да? Никто, чтоб не напрягал. Никто, чтобы не лез. Не толкаться, а просто идти и идти по дорожке. Вон там птички. Уточки, чайки. Можем дальше попробовать обойти со стороны. Ну там мост, наверное, есть. Да. Все как обычно. Пошлите, конечно. Там вот лавочки стоят. Пойдемте спустимся к воде. Давай. Там собачка есть. Это кори. Корги. Корги? Ну, корги они не опасные совсем даже. Королевские корги, мультик мы смотрели. Такой прикольный мультик, классный вообще. Ладно, бегает. Сейчас я подойду, увижу. Пока мне не видно. Демид уже заметил. Ну, Демид-то, конечно. У него чуйка. Так. Так, по-моему, кто-то нас тоже заметил, судя по лаю. Да, точно, вроде как корги. Да, корги. Он же на поводочке. Ах, ох, как заливается, прям защищает от Демида своих хозяев. Запутался даже от возмущения. Говорит, вы что, свою собаку сюда привели, да? Ух, какой! Но они оба брутальные такие, прям видно же. Кто кого круче просто. Так, кто-то мне звонил. Смотрите, солнышко отражается от воды. Хрю-хрю там у меня сзади. Хрю-хрю. Кто-то мне звонил. Но мне неизвестно, кто это. Мне каждый день кто-то звонит, и не знаю всегда, кто это. Даже бывает перезваниваю, но бесполезно. Наверное, это люди, которые хотят добавить меня в контакты. Сегодня делала обзор на Таро таинственного леса. А вообще мне пришла целая коробка книги карт. Большая коробка. Я даже видео сделала в Инстаграме, в сторис. Какую коробку мне прислали. Очень рада. Для меня это прям событие. Пошли, конечно. Давай километра 3, чтобы его сегодня. Километра 3, ну хорошо. Пошли, тут еще вот парк какой-то. Да? Это круг. А нет, подожди, пересечение Пролетарского угол Черняховки. Не-а. Да, это мы Да? идем к Верхнему озеру. А, все, поняла. Сама даже запуталась в своем же городе. А мы здесь редко ходили в ту сторону. Классно. Мне нравится. Смотрите теперь, как от воды отражается. Здание завода. Вот. Ну-ка, Владимир Николаевич, подержи, мне нужна фотография. Да, держи. А ты сможешь меня при этом
не компрометировать маски свиньи. Можно, Хорошо, да? да. С той стороны пруда площадка, там тренажеры видны. Брусья для занятия спортом. Передаю камеру. Угу. Идем дальше. Ну просто очень красивый снимок получился. Смотрите, даже сейчас рябь пошла, а все равно очень приятное отображение в воде. Отражение, простите, за неправильные слова мои. Вчера делала расклад на 3 колодах. Какие изменения в судьбе будут, что изменит вашу жизнь. И сказка там была про Морозко. Морозко и девочка это. Помните, которая еще там у них в сказке, в фильме в советском была, Чурикова играла, зубами орехи колола. Ну и я перепутала, что в сказке сначала, мол, это дочка приехала, а потом уже падчерица. Мне прям все написали. Нет, сначала падчерицу отправили. Она приехала с подарками, они увидели и отправили настоящую дочку, родную. А она нагрубила Морозушке, и ей только ящик с воронами дали, или сундук с воронами. По-моему, как-то так. А я уже не помню. Не помню уже ничего, потому что я старая. Развалины завода старинного. Ну да, тут вот, я думаю, что он немецких времен, наверное. Да? Частично, да, вот переделанные некоторые Мгм. корпусы новые. Такие деревья, все такое прям зеленое, красивое. О, головка закружилась у меня. Там вот чай кто-то кормит сзади далеко. Расскажите, как вы проводите время. Лето у вас уже началось или как? Весна, все цветет. Нравится вам погода или нет? Кто-то на канале писал, что у них дождь. Вроде как. Что вы любите делать в дождь? Я люблю в дождь записывать видео. И читать книжки. И лежать. О, бульдожка. Сейчас бульдожку будем снимать. Надо держать нашу собаку на коротком поводке. Так. Они ожидают, когда мы пройдем, видимо. У них характер тоже ого-го. Так. Подожди, отойди. Еще раз отойди. Ух, как это проезжают. Чикаго, прям в Чикаго попали уже в другой район. Да ты мой хороший. Встреча на Эльбе. Ваша касается? Да. Да, Наш нет. у вас спокойно стоит. Он не тронет. Спокойно стоишь, да? А наш-то прям ого-го как рвется всегда. В бой. Сразу такой крутой становится. Так, куда это мы пришли? Ух ты, какие ути маленькие. Ну-ка, это утятки, что ли? Вов. Маленький. Здорово, такие хорошенькие. Прям малюсенькие. Совсем, да, маленькие. Но стараются, гребут лапками своими. Вот видишь, мы Я очень впереди люблю всех животных. крепости Мы уже до музея янтаря дошли. Да. Зато мы теперь знаем, как дойти до музея янтаря кратким путем. Ха-ха-ха. Прожили много лет, 6 в Калининграде. И только сейчас поняли. Класс. Вот. Ну, теперь пора на другую сторону, да, Владимир Николаевич? А то тут что-то народу, а мы как бы боимся. Несмотря на то, что мы в маске. Мы боимся. Все, мы у музея янтаря. Пошлите на ту сторону. Такие пейзажи. Да, здорово вообще.
Тут еще и камыши. Круто. И тут тоже здорово. Очень классно. Погода вообще. Не жарко. Прохладненько, просто прохладненько. Гулять удовольствие, конечно. Ну все, обратно. Обошли Нижний пруд и обратно пошли. Мимо этого странного завода. Надо будет навести о нем справки исторические. Такая у нас сегодня прогулочка была. Мы вас провели кратким путем от музея, от Дома Советов до музея янтаря. Краткий путь — это по Нижнему пруду. Все просто и быстро. Вот так вот. Вот ворона сидит. Тоже вам привет передает. Все, полетела. Все, всем пока.